Спасибо большое. Сильная церковь последнего времени. Un pēdējo laiku spēcīga draudze. Последних времен назвал наш Андрей. Andrejs nosauc pēdējo laiku. Вчера мы об этом говорили. Vakar mēs par to runājām. И вывод вчерашнего вечера, он следующий. Un secinājums par vakardienas vakaru ir sekojošs. Сильная церковь – это не церковь, которая убегает с поля боя. Un spēcīga draudze nav tā, kas bēg projām no kara lauka. Христиане, которые бегут с тонущего корабля, Un kristieši, kur bēg no grimstoša kuģa, это как те крысы, которым нечего делать на корабле. tie kā žurks, kuriem uz kuģa nav ko darīt. Сильная церковь – это церковь, в которой много энергии. Tā ir draudze, kurai ir daudz enerģijas. И мы будем об этом говорить. Un mēs par to runāsim. И я хочу с вами еще поговорить на эту тему. Не все темы простые у вас тут. Un es vēl gribētu par šo tēmu parunāt, jo ne visas tēmas priekš jums ir vienkāršas. Вот. И об этом речь пойдет сегодня. О энергетической церкви. Un šodien runa ies par draudzi. Сильная церковь – это энергетическая церковь. Un spēcīga draudze ir enerģiska draudze. О чем идет речь? Un par ko ir runa? Христос не только сказал, какую церковь будет строить. Un Kristus teica, viņš neteica ne tikai kādu draudzi viņš cels. Он не только сообщил нам, что экклесия, его церковь, это та церковь, которую никогда не победит ад. Un viņš teica, ka ne tikai eklesija ir draudze, kur nekad neuzvarēs elle. Более этого, Vēl vairāk par to. он сказал, что церковь его, она абсолютно отличится от всех остальных организаций этого мира. Un viņš teica, ka viņa draudze būs atšķirīga pilnībā no visām šīs pasaules organizācijām. Все организации сегодняшнего мира построены по определенной логике. Un visas organizācijas šodien pasaulē ir uzceltas pēc noteiktas loģikas. Идеологические, Tās gan ideoloģiski, да, gan религиозные. reliģiozi. Там всегда есть лидеры, Tur vienmēr ir līderi, есть определенные структуры, tur ir noteiktas struktūras, и этих структур они придерживаются. un viņi pieturās pie šīm struktūrām. Если определенная культура не подходит, меняют ее. Un, ja noteikti kultūra tām neder, tad viņi tur izmaina. Вот когда у нас прославление не пошло как надо, Un, kad mums slavēšana nesanāca kā мы vajag, заменили прославление поклонением. mēs nomainījām slavēšanu pret pielūgšanu. Заменили определенное пение такой шаманистской культурой, в которой повторяется один и тот же предложение 28 раз. Mēs slavēšanu nomainījām tādu šamaņu kultūras pielūgšanu, kur viena frāze atkārtojas 28 reizes. И вроде сразу все стало лучше. Un viss uzreiz it kā kļuva labāk. Шаманы загоняют людей в экстаз, абсолютный экстаз. Un šamaņi iedzēna cilvēks pilnīgā ekstāzē. Это настоящая психоделика. Tā ir īsta psihodelija. Все равно, что взял наркотик. Vienalga, arī ja tu būtu it kā paņēmis И narkotikas. знаете, в этом хорошо. Un ziniet, tajā ir it kā labi. Я сегодня целый день стоял перед церковью. Un es šodien veselu dienu stāvēju draudzes priekšā. Несколько устал, старый, Es все-таки esmu стал. jau pavēdis un esmu nedaudz pienukus. Я сейчас на поклонении сидел. Un es tagad pielūgšanās sēdēju. А поклонялся ли я? Un vai es pielūdzu? Я не всегда повторял одни и те же предложения. Es nevienmēr atkārtoju viens un tos pašus teikumus. Я иногда начал сочинять целые стихи. Es pats citreiz sāku sacerēt veselus tur pantus. Потому что когда на 29-й круг пошли по одной и той же теме, Jo, kad jau pa 29. aplī iet pa vienu un to pašu tēmu, то я вспомнил своих шаманов в Исландии. Мы были в этом году в Исландии, там ужас, что делается. un tad es atcerējos savus šamanus Islandē, ārpēc, kas tur notiekās ar viņiem. Это новое язычество. Tas ir jauns pagānisms. Религиозные организации этого мира, они все работают по определенным структурам. Un reliģiskās organizācijas šajā pasaulē strādā pēc noteiktas struktūras. Они поют по определенной цели. Viņi dzied pēc noteikta mērķa. Они организовывают свои молитвенные дома, синагоги и так далее по определенной модели. Savus lūgšanu namus, sinagogas pēc noteikta modeļa. И вот Христос описывает свою церковь Un lūk, Kristus apraksta savu draudzi. и называет ее телом. Un viņš sauc to par miesu. Его церковь, его экклесия – это тело. Un viņa draudze, viņa miesa ir eklesija. Там будет полнота, наполняющая все во всем. Tur būs pilnība, kas piepilda visu it visā. В этом теле будет энергия невообразимая.
Un šī miesā būs neiedomājama enerģija. И знаете, чего в теле нет? Un ziniet, kā miesā nav? В теле нет никакой уравниловки. Un ziniet, miesā nav nekādas tur vienādošanas. Тело наше отличается от всех, абсолютно всех структур этого мира тем, что каждый член сам по себе другой. Un miesa atšķiras no visām organizācijām šajā pasaulē, ka tur katrs loceklis ir kāds pats par sevi. Если в вашем теле появляются определенные члены, которых очень много, и все похожи друг на друга, Un ja jūsu miesā parādās locekļi, kuri līdzīgi viens otram, тогда мы говорим, раком заболел. tad mēs sakam, ka viņš ir saslims ar vēzi. Там куча всякой дряни, которая никак не полагается быть в теле. Tur ir daudz dažādu mēslu, kam nav jābūt it kā miesā. Но нет второй структуры, которая была бы настолько различной. Un nav otras struktūras, kas būtu tik ļoti atšķirīga. Даже вот моих 5 пальцев и те не похожи друг на друга. Un pat mani 5 pirksti, tie nav līdzīgi viens otram. А возьмешь все 10, и они не похожи друг на друга. Visus 10 pirkstus, pat tie nav līdzīgi viens otram. Ну нос, чем он похож на глаз? Nu, ar ko deguns ir līdzīgs acī? А язык, чем он похож на ухо? Un mēli ar ko līdzīgi ausī. Наше тело, оно настолько диверсифицировано, Un mūsu miesa ir tik ļoti diversificēta. что руководить такой организацией не так просто. Un ka vadīt šo organizāciju nav nemaz tik viegli. Когда все под одну, так сказать, структуру, Un kad viss ir izveidots pēc vienas struktūras, когда все в партии, kad viss ir partijā, когда все одинаково поют, kad visi vienādi dzied, когда все одинаково прыгают, kad visi vienādi lēkā, когда все одинаково повторяют 28 раз одно и то же, un kad visi vienādi atkārto visu vienu un to pašu 28 reizes, тогда это просто. tad tas ir vienkārši. А когда оно настолько различное, Un kad viss ir tik ļoti atšķirīgs, вот тут начинаются головные боли. un lūk, šeit jau iesāks galvas sāpes. Христос называет свою церковь телом. Un Kristus sauc savu draudzi par miesu. И говорит, что мы все в день нашего возрождения, Un viņš saka, ka mēs visi savai dzimšanas dienā, в день нашего крещения Духом Святым, dienā, kad mēs tikām kristīti svētajā garā, были покрещены, или в оригинале написано, внедрены un mēs tikām kristīti, vai oriģinālā ir rakstīts, ka mēs tikām iefiltrēti в одно тело. vienā miesā. И Дух Святой так сделал. Un to izdarīja svētais gars. Потому что мы внедрены Духом Святым, а не сами собой. Un mēs nevis paši to izdarījām, bet to izdarīja svētais gars. Ни пастырь, Nevis ни mācītājs, епископ, ne ни arhibīskaps, какой-нибудь религиозный лидер, ne kaut kāds reliģiozais ни līderis, какая-то традиция, nevis kaut kāda tur tradīcija, а сам Дух Святой. bet pats svētais gars. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 Un стих. 1. korintiešam 12:13. Нашел для каждого из нас место. Viņš katram no mums atrada vietu šai Мы miesā. Его творение, созданные на добрые дела, которые Он назначил нам творить. Un mēs esam viņa radījums, kas radīti priekš labiem darbiem. И, друзья, придумывать нечего. Un, draugi, šeit nav ko izdomāt. И там, где Он дает нам дары свои, Un tur, kur viņš mums dod savas dāvanas, там, где эти дары начинают применяться на деле, un tur, kur šīs dāvanas tiek izmantotas lietā, Он строит свою церковь из живых камней. viņš ceļ savu draudzi no dzīviem akmeņiem. Ну, я когда-то закончил технику. Es kādreiz esmu beidzis tehnikumu. Дали закончить технику. Man deva pabeigt tehnikumu. Был инженером, техником. Es biju inženieris tehniķis. Я знаю, что из живых камней ничего не построишь. Es zinu, ka no dzīviem akmeņiem neko nevar uzcelt. Их надо сначала убить, Tos sākumā vajag nogalināt, иначе ничего не получится. jo savādāk nekas neizdosies. В мире это невозможно. Pasaulē tas nav iespējams. А как только ты в теле убиваешь члена, Bet tikko tu miesā nogalini kādu locekli, тогда и рука не движется, tad viņam vai nu kur roka nekus, и глаз не работает, acis nestrādā и ухо не работает, un auss nedarbojas. и ваше тело начинает умирать. Un jūsu miesa sāk mirt. Он из живых камней строит себе церковь. Viņš no dzīviem akmeņiem ceļ sev draudzi. И там, где наши дары применяются на деле Его, Un tur, kur mūsu dāvanas tiek izmantotas viņa lietā, там viņa darbā. написано, там Бог творит энергию. Un rakstīts, ka tur Dievs rada enerģiju. Или в русский язык перевели силу действия. Vai arī krieviski pārtulkoja darbības spēks.
Там есть сильная церковь. Tur ir spēcīga draudze. Там появляется сила. Tur parādās spēks. Там появляется мощь. Tur parādās svaranums. Там появляется все то, что мы называем сильной церковью. Tur parādās viss tas, ko mēs saucam par spēcīgu draudzi. Итак, друзья мои, Un tā, mani draugi, церковь – это люди, которые призваны и одарены Богом на определенное служение. un tā draudze, tā ir vieta, kur cilvēki ir aicināti noteiktai kalpošanai. 1 Коринфянам 12 глава, 4 по 6 стих. 1. Korintiešiem 12:4-6. И знаете, в чем самая большая проблема? Un ziniet, kur ir vislielākā problēma? Есть камни, которые любят быть своего рода пьедесталом. Ziniet, ir akmeņi, kur grib būt par savu veidu piedestālu. Они обязательно выстраивают памятник себе самим. Viņi noteikti tur uzcels pieminekli paši sev. И в этом проблема номер один. Un tajā ir problēma numur 1. Потому что члены отдельные, они не могут быть всем телом. Jo atsevišķi locekļi nevar būt par visu miesu. Какой прекрасный язык ты бы не был. Lai cik brīnišķīga mēle tev nebūtu. Ну, дорогой мой, ты никогда ничего не услышишь. Bet tu nekad neko neizdzirdēsi. Каким прекрасным носом ты бы не был. Lai cik brīnišķīgs deguns tu Но nebūtu. ты ничего не скажешь, только храпеть будешь. Tu neko nepateiksi, tikai krāksi. Надо понимать, что отдельные члены, которые начинают занимать все места, Mums jāsaprot, ka atsevišķi locekļi, kur sāk ieņemt visas vietas, это первая головная боль. tās ir pirmās galvas sāpes. И всегда в истории церкви такие люди были. Un vienmēr draudzes vēsturē tādi cilvēki ir bijuši. Одни были епископы, Viņi bija arhibīskapi, вторые патриархи, citi tur третьи patriarhi, папы римские, un citi tur Romas а pāvesti, четвертые баптистские пастыря или там пятидесятнические. vai arī tur baptistu mācītāji vai vasaras draudzes И по их mācītāji. носу все выстраивалось. Un viss tika iekārtots pēc viņa deguna. Я такой человек. Es esmu tāds cilvēks. Я просто предестинирован быть человеком, который будет занимать каждое место. Es esmu tāds cilvēks, kurš noteikti ieņems katru vietu. Я играл в группе поклонения Es spēlēju slavēšanas grupā на басе, uz basa, на контрабасе. kontrabasa. Вот. Я играл, пел. Es spēlēju, dziedāju. Я умею организовать. Es māku organizēt. Организовал 25 церквей. Organizēt 25 Знаю, draugus. как это все делается. Es zinu, kā to visu darīt. Я думаю, что я знаю, как надо поставить стулья, чтобы люди приходили к Господу. Es zinu, man liekas, ka es zinu, kā jāsaliek krēsls, lai cilvēki nāktu pie kunga. И я как сейчас помню, как Господь меня остановил на этом пути. Un es kā tēt atceros, kā kungs man apstādināja šajā ceļā. Я приходил на собрание за полчаса, Es nācu uz sapulci pusstundu pirms, и все стулья расстраивал или расставлял по моему, так сказать, по моему впечатлению. un visus krēslus izliku tā, kā man likās, ka ir vajadzīgs. Кафедру построил по своему вкусу. Un es uztaisīju katedru pēc savas gaumas. Молитвенный дом строили по моей указке. Un lūkšana nāmu cēla pēc mana rīkojuma. Все было по моему. Viss bija pēc mana. И вдруг приходит человек и говорит: брат Йоаннес, Un pēkšņi atnāk cilvēks un saka, brāli Johannes, у тебя неплохая церковь. tev nav slikta draudze. И меня как будто ударило. Man it kā iesita. Это что, моя церковь, что ли? Kas vai tā ir mana draudze? Это моя церковь? Vai tā ir mana draudze? Это моя вотчина? Vai tā ir mana Это я тут за draudzene? все отвечаю? Vai šeit es par Это visu я atbildu? пою, проповедую, Tas es- стулья расставляю. Dziedu, sludinu, izlieku Какой я krēslus. дурак! Kāds es esmu muļķis? Получается, я тело. Iznāk, ka es esmu miesa. Я все во всем. Es esmu visit visā. Я все могу. Es visu varu. Апостол, здравствуйте. Apustulis, labdien! Понимаете, проблема современной церкви заключается в том, что некоторые члены считают себя совсем правильными. Un, ziniet, mūsdienu draudzes problēma ir tā, ka daži locekļi uzskata sevi par vispareizākiem. Они одаренные, Viņi ir apdāvināti, они могут быть образованные, viņi var būt izglītoti, у них всякие степени, viņiem ir tur dažādas они все pakāpes, это могут. viņi to visu var, А только церковь не растет. bet tikai draudze neaug. Между прочим, это проблема особенно западной церкви. Starp citu, tā ir problēma īpaši rietumu draudzē, В Европе и в Америке. Eiropā un Amerikā. У нас на Западе, в Европе и в Америке церкви не растут. Eiropā un Amerikā draudzes neaug. А
А почему неверующему человеку вдруг захочется быть среди нас, когда мы поем песни только под себя? Un kādēļ, lai neticīgākais iet uz draudzī, ja mēs dziedam dziesmas tikai priekš sevīm? Когда он пойдет на наши прославления, на наши некоторые поклонения, ему покажут, что мы балдеем. Kad viņš aizies uz mūsu dažu tur slavēšanu, pielūgšanu, viņam liksies, ka mēs tur mums ir labi. Вот пойдите, пригласите всех соседей, чтобы приехали, а потом вы им устроите час такого поклонения. Un aiziet, pasauciet visus kaimiņus, un pēc tam viņiem Они sarīkoja tādu 100% slavēšanu. посчитают, что все вы до собрания приняли наркотик. Un viņi visi uzskatīs, ka pirms sapulces jūs esat pieņēmuši narkotikas. А до какого дурака им в такую церковь идти, а? Un kādēļ, lai viņi iet uz tādu draudzi? Для кого мы ее строим? Priekš kā mēs to ceļam? Это экклесия? Vai tā ir eklesija? Или это религиозное общество для удовлетворения наших религиозных чувств? Vai tā ir reliģioza kopiena, kur apmiera mūsu reliģiozās jūtas? Если экклесия, Ja ir eklesija, то это церковь для мира. tad tā ir draudze priekš pasaules. Она не для нас. Tā nav priekš mums. И знаете, кто этой церковью руководит? Un ziniet, ka šo draudzi vada? Не какой-нибудь известный ученый или еще что-нибудь. Nevis kaut kāds tur pazīstams zinātnieks vai vēl kāds. Сам Христос. Pats Kristus. Сам Христос. Pats Kristus. А знаете, как руководит? Un ziniet, kā viņš vada? Он одному дает слово знания. Viņš vienam dod zināšanu vārdu. А тот, кому дано слово знания, ему, может быть, вообще не дано слово мудрости. Un tam, kuram ir tiek dots zināšanu vārds, viņam varbūt vispār nav gudrības Он vārdu. знать-то знает, но не знает, как передать. Viņš zināt, zina, bet viņš nezina, kā nodot. Ко мне сегодня женщина после обеда подошла Un šodien man pēc pusdienām pie maniem pienāk и sieviete. говорит, у меня такой, очень четко очерченный дар распознания духов. Viņa saka, man ir tik ļoti skaidri izteikts garu atpazīšanas dāvana. Я знаю, чувствую, это от Господа или это от дьявола. Viņa saka, es zinu, es jūtu, vai tas ir no kunga, vai tas ir no vēlna. Но когда я об этом говорю, Bet, kad es par to runāju, люди все отмеживаются от меня. visi cilvēki no maniem novērš. Я говорю, правильно, значит, тебе не дано слово мудрости. Es saku, pareizi, tātad tev nav dots gudrības vārds. Тебе дано увидеть, Tev ir dots ieraudzīt. а вопрос в том, кому передавать. Bet jautājums, kam to nodot? Потому что в теле один член зависит от другого. Jo miesā viens loceklis ir atkarīgs no otra. Да пусть языку с 1000 лет захочется поехать из Германии в Ригу. Lai kaut kā tur 1000 gadu laikā mēlī gribētos aizbraukt no Vācijas uz Rīgu. Зачем мне эти ноги нужны? Kādēļ man šīs kājas vajadzīgas? Я сам скажу. Es pats pateikšu. И появится у вас тут язык, понимаете, склизкий. Un tur parādīsies tāda glumīga Да mēlī. не появится он. Он Ну, никуда не придет. Neparādīsies tā Потому nekur что язык neaizies. сам никуда не придет. Jo mēlī pati pa sevīm nekur neaizies. Ему нужны ноги. Tā ir vajadzīgas kājas. Нам нужны руки. Mums ir vajadzīgas Нам rokas. нужны глаза. Mums ir vajadzīgas Нам acis. нужны уши. Mums vajadzīgas ausis. Тело на то и есть тело, чтобы один член передавал свои руки другому члену, и так она будет расти. Un miesa priekš tam ir vajadzīga, lai no vienām rokām, vienas rokas nodot uz otrām rokām un tālāk tas augtu. Я вам скажу, что такое тело должно быть обучено. Un es jums teikšu, ka tādai miesai ir jābūt apmācītai. Оно само по себе не получится. Tā pati pa sevim neizdosies. Бог должен выстроить такое тело. Un Dievam ir jāsakārto, jāiekārto tāda miesa. Меня он остановил. Un mani viņš Как apstādināja, сейчас помню. kā tagad atceros. Молодежка не получается, я буду молодежку организовывать. Tur jaunošu kalpošana neizdodas, es to vadīšu. Детские группы не получается, Ванька будет организовывать. Bērnu grupas neizdodas, Vaņka to Год organizēs. везде Ванька. Visur Vaņka. И мне Бог говорит, нет, Un man Dievs saka, nē, у тебя ничего не получится. tev nekas neizdosies. Все, что у тебя получится, ты будешь таких Ванек собирать со всего города, и будет у тебя сборная трансферная церковь. Это называется современный Макдональдс. Un viss, kas tev būs, tu savāks pa visu pilsētu visāds Vaņkas, un tev būs tāda draudze kā mūsdienu McDonald's. И они тебя заколебают. Un viņi tev visi drīz apniks. Ты все больше будешь крутиться, как белка в колесе. Un tu arvien vairāk grozīsies kā vāveri riteni. Ты будешь одевать и раздевать, и делать, и подметать, и убирать. Ты будешь все делать. Ты, Ванька, потому что церковь Ванькина.
Un tu darīsi visu, tu gan mazgāsi, gan tīriesi, gan organizēsi, jo tu esi vainīgs un tā ir tava draudze. Я ему говорю, так если я делать не буду, никто делать не будет. Un es viņam saku, ja es nedarīšu, tad neviens nedarīs. А он мне говорит, Un viņš man saka, а это что, твоя ответственность? vai tā ir tava atbildība? Это твоя ответственность? Vai tā ir tava atbildība? Кто строит церковь? Kurš ceļ draudzi? Ты или я? Tu vai es? Я говорю, ты? Es saku, А что tu. ты там мучаешься? Nu, ko tad tu mocies? Тебя кто просил этим заниматься? Vai tev kāds ir prasījis ar to nodarboties? Если это мое дело, оставь мне. Un ja tas ir mans darbs, tad И atstāj to man. ответь на вопрос, а что хочу я от тебя? Un atbild uz jautājumu, ko es gribu no tevīm. И это для меня была революция. Un priekš manīm tā bija revolūcija. В следующее воскресенье я опять вскочил, хотел бежать в машину. Жена говорит, куда? Я говорю, надо стулья расставить. Она говорит, твое дело. Un nākošajā rītā es jau atkal gribēju pielikt kājās un braukt uz draugu sakārtot krēslus, un mana sieva apstādīja man saka, vai tas ir Я tavs говорю, darbs? они никогда не расставлены, когда я туда приезжаю. Es saku, tie krēsli nekad nav salīti tad, kad es atbraucu. И мне Господь говорит, оставь на меня. Un tad man kungs saka, atstāj to manā ziņā. Я приехал под самый, так сказать, корешок. Un tā teikt, es atbraucu jau uz pašām, tikko būtu jāsākās И visam. вижу, дядя Вася расставляет стулья. Un es redzu, ka tēvots Vasis kārto krēslus. Дядя Вася ни за какие деньги никогда стулья не Un расставлял. tēvots Vasis nekad ne par kādu naudu tur krēslus Я спрашиваю, nelika. дядя Вася, что случилось? Un es viņam saku, tēvots Vasis, kas notika? Ты знаешь, какое чудо. Viņš saka, zini, kāds Ты знаешь, brīnums. какое чудо. Tu zini, kāds brīnums. Ночью меня Дух Святой разбудил. Pa nakti man pamodināja svētais Говорит, gars. Васька, пойди расставлять стулья сегодня. Un viņš teica, Vasi, ej un Меня saliec Дух krēslus Святой šodien. разбудил. Mani šonakt svētais gars pamodināja. Я стою и плачу. Un es stāvu un raudu. Это я у Васьки забрал его служение. Tas ir es Vaskam bija atņēmis viņa kalpošanu. Сам почти закрутился, как белка в колесе. Pats jau es sāku griezties kā vāve ritenī. А у Васи нет откровения Духа. Bet Vasam nav atklāsmes no gara. Пение, как только я взял гитару, хотел выйти руководить, мне Дух Святой говорит, а ну остался сидеть. Un dziedāšana, kad tikko es gribēju paņemt ģitāru un iet dziedāt, man svētais gars teica, apstājies. Я говорю, а кто петь-то будет? Es viņam saku, bet kas dziedās? Ты на меня оставь, а? Tu uz manīm atstāji. Сидим, ждем. Sēžam un gaidām. Команда вышла. Iznāk komanda. И вдруг уходит молодая девочка. Un pēkšņi iznāk jauna meitene. Мне сегодня ночью приснился сон. Viņa saka, man šonakt pa nakti prātājies sapnis. Я думаю, мне надо петь. Es domāju, ka man vajadzētu dziedāt. Пастырь, мне можно? Mācītāji, vai man es drīkstu? Я говорю, благословляю. Es saku, es tev svētīju. И началось движение. Un iesākās kustība. За 8 лет Un 8 gadu laikā мы покрестили более 1000 человек с города. mēs nokristējām vairāk kā 1000 cilvēku Люди, которые pilsētā. никогда не пришли бы к нам Cilvēki, kuri nekad nebūtu agrāk atnākuši pie mums, на Ваньку. pie Vaņkas. А вот на церковь тела Христова, Bet uz Kristus miesas draudzi, на дядю Васю, uz tēvoci Vasu. потом собирать деньги. Я говорю, брат, Господь, у нас нет диаконов, надо диаконов назначить, чтобы собирать было деньги как-то. Es saku, tagad jāvāc naudu. Kungs, mums taču vajag diakons, kas kaut kādā veidā vāktu naudu. А потом он мне говорит, оставь на меня. Un pēc tam kungs saka, atstāj to man. Подходит ко мне мальчик, Pienāk pie maniem puisis. 12 лет. 12 gadi. Он инвалид, Viņš ir invalīds. еле ходил. Viņš knapi staigāja. Подходит ко мне пастырь. Un viņš pie manā klāta un saka, mācītāji, Мне стало ясно, что мне надо собирать пожертвования. man kļuva skaidrs, ka man ir jāpiesauc ziedojumi. Собрал он детскую команду. Viņš savāca bērnu komandu, И начали они собирать деньги. un viņi sāka Мы vākt таких naudu. денег в жизни не видели до этого. Un līdz tam viņi naudu vispār nebija Стоит этот redzējuši. инвалид перед братом жадным Stāv šis invalīds kopja brāļa и priekšā ждет, пока тот даст. un gaida, kamēr tas iedos. А он жадина страшно, я его наизусть Un знаю. viņš ir šausmīgs skopuls, es A viņu tot zinu no стоит galvas. мальчик. Un stāv puisēns.
И потом дядя взял и дал деньги. Un pēc tam tēvots ņem un iedod viņam На следующее naudu. воскресенье вижу, он опять идет к тому же самому деду. Un atkal nākošā svētdienā es redzu, viņš atkal iet pie tā paša tēvoča. Тот уже руку в кармане держит. Tās jau tur roku kabatā. Приготовил копейки. Jau viņš ir sagatavojis kapeikas. А он говорит, Un viņš saka, а может быть, чтобы не шумело, bet varbūt tā, lai netrokšņotu бумажку. papīrīti. И стоит и ждет. Un viņš stāv un Тот прибежал gaida. ко мне после собрания. Ты что научил детей делать? Un viņš Я pēc говорю, tam я никого не pienākšas, учил. pēc tam pēc sapulces pienākšas tēvots sakot iemācīja bērniem daļu, saka, es viņus Я их nemācīju. даже не призывал. Es pat viņus nesaucu. Это Дух Святой. Tas ir svētais gars. Я мог бы вам сейчас вечер рассказывать, Es jums tagad varētu visu vakaru stāstīt. что началось там, где я перестал строить свою церковь. Kas iesākās tur, kur es pārstāju celt savu draugu. Сильная церковь. Spēcīga draudzene. Это церковь, в которой каждый член нашел свое место и делает то, к чему он призван. Tā ir draudzene, kurā katrs loceklis ir atcerēts savu vietu un dara to, uz ko viņš ir aicināts. И вот вопрос очень простой. Un ir ļoti vienkārši jautājums. Ты тоже член? Tu arī esi loceklis. А что за член? Kas tu ir par savu locekli? Ко мне приходят братья и сестры, говорят, вот я не знаю, какой я член. Я говорю, если долго не знаешь, то оказывается дырка в жопе. Pie maniem nāk brāļu māsas un saka, es nezinu, kāds ir loceklis. Viņš saka, nu, ja tu nezini, kāds tu esi loceklis, un tad tu esi caurums. Пустое место. Tad tu esi tukša vieta. Если не знаешь, Ja tu nezini, а что же мне делать тогда? nu, ko man tad darīt? Я им тогда цитирую послание Ефесянам. Un es viņam tad citēju vēstuli Efeziešiem. Там в 4 главе с 11 стиха сказано. Un tur Efeziešiem 4:11 teikts. Сам Бог поставил в церковь свою одних апостолами, Un tur teikts, ka Dievs pats draudzīja ielicis viens par других apstuliem, пророками, cits par praviešiem, евангелистами, cits par evaņģelistiem, пастырями и учителями. par mācītājiem un skolotājiem. Для того, чтобы наставить святых на дело их служения. Lai noliktu svētos viņu kalpošanā. И тогда святые будут вырастать во весь рост Христов. Un tad svētie nostāsies visā Kristus augumā. И не будут уже колеблемы всяким ветром учения. Un nebūs jau nekādi, kuri šaubās pēc dažādām mācībām. А вырастут и будут едины в любви. Bet izaugs un būs vienoti mīlestībā. И вот Дух Святой мне говорит, Un lūk, svētais gars man saka, вот тебе задание, Ваня, lūk, tev uzdevums, Vaņa, не твоя церковь, ne tava draudze, но и в этой церкви у тебя есть задание. bet šajā draudzē tev ir uzdevums. Учи святых делу их служения. Māci svētajiem viņu kalpošanas lietu. Я говорю, как? Я тебе покажу. Es saku, kā? Viņš saka, es tev Знаете, parādīšu. во всех церквях есть люди, которые, просто сложно с ними. Un, ziniet, visās draudzēs ir cilvēki, ar kuriem ir ļoti sarežģīti. У нас был такой дотошный Гельмут, вообще дотошный. Nu, mums bija tāds Gelmuts, kurš bija ļoti tāds. Каждое воскресенье он прибегал ко мне Viņš katru sēdienu skrēja pie maniem и говорил, пастырь, опять не подмели в лестницу, mācītāji atkal nav īsti īrījuši trepas. в туалете не убрали, пастырь. Toalete nav sakopta. И я говорю, Господь, что с ним делать? Es saku, kungs, ko ar viņu darīt? А он мне говорит, он же видит. Man viņš saka, bet viņš taču redz. А раз видит, значит его задание. Tātad tas ir viņa uzdevums. Я говорю, Гельмут, слушай, Es saku, я Helmut, вот не klausies. вижу, что пыль не подмели. Es neredzu, ka putekļi nav noslaucīti, А ты видишь каждое воскресенье. bet tu redzi katru svētdienu. Значит, Бог тебе дал глаза на это. Tādēļ Dievs priekš tā tevi devis acis. Да, говорит. Viņš saka, jā. Ну вот и подметай. Es saku, nu tad tu arī slauki. Я говорю, в следующее воскресенье, если не будет подмечено, Es saku, nākošais sēdiens, ja netiks izslaucīts, на ковер вызову. tad es tev izsaukšu uz paklāju. Не знаешь как? Nezini kā? Давай вместе будем подметать. Nu tad kopā Я slaucīsim. тебе покажу. Es tev parādīšu. Но больше жалоб, чтобы не было. Bet tālāk, lai vairs sūdzību nebūtu. Гельмут наш молитвенный дом сделал игрушкой. Un Helmuts mūsu lūkšanu namu И, uztaisīja конечно, par spēļu laukumu. Мы его сделали самым главным подметальщиком. Un, protams, ka viņš bija pats galvenais За порядок slaucēji, kurš atbildēja par kārtību. Я дал Гельмуту глаза. Es devu Helmutam acis, И ты не вмешивайся, и дай ему это делать. un tu neiejaucies un dod viņam to darīt. И таких примеров множество. Un tādu ir ļoti daudz piemēru.
Для чего нам нужно 5? Вот почему апостол, почему пророк, почему евангелист и так далее? Un kādēļ 5, kādēļ apostuli, pravieši, evaņģelisti, mācītāji un tā tālāk? Видите, что делает апостол? Jo ko dara apostols? Апостол – это человек с миссионерским видением. Un apostols tas ir cilvēks ar misionāru redzējumu. Он наши дары, наши способности Viņš mūsu dāvans, mūsu spējas всегда будет выравнивать на его видение, vienmēr izlīdzinās priekš savu redzējumu, на видение миссии. priekš misijas redzējuma. Там, где в церкви есть апостол, Tur, kur draudzē ir apostols, там никакая команда поклонения не будет заниматься самоудовлетворением. tur nekāda pielūgšanas komanda nenodarbosies ar pašapmierinātību. Это 100%. Tas ir 100%. Они будут думать о миссии. Viņi domās par misiju. Как сыграть так, чтобы люди с мира пришли? Kā nospēlēt tā, lai cilvēki atnāk no pasaules? Как прославить Бога так, чтобы люди с мира пришли? Kā slavēt Dievu, lai cilvēki atnāk no Как pasaules? сделать собрание так, чтобы людям с мира понравилось? Kā uztaisīt sapulci, lai cilvēkiem no pasaules tas iepatiktos? Апостол задает вопрос миссионерский. Un apostols uzdod misionārisku jautājumu. А пророк? Bet pravietis? А пророк конкретизует волю Божию. Bet pravietis konkretizē Dieva gribu. Пророк знает, где, когда и в какой ситуации что надо делать. Pravietis zina, kur, kādu un kādā situācijā un kas ir Он jādara. показывает нам наше место. Viņš parāda mums mūsu vietu. Я по Германии и в других странах мира часто спрашиваю верующих, Un es Vācijā un citās pasaules valstīs bieži ticīgiem jau ecāvu. почему ты в этой церкви? Kādēļ tu esi šeit draudzē? Что ты тут делаешь? Ko tu šeit dari? Ну как, я тут живу, Nu kā, es taču šeit dzīvoju. у меня тут работа. Man šeit darbs. Я говорю, что и поэтому ты тут в церкви? Es saku, un tādēļ tu esi šeit draudzē? Потому что рядом работаешь? Vai tāpēc, ka tu blakus strādā? Ты что, это твой призыв внутренний? Un vai tas ir tavs iekšējais aicinājums? Ты что, с глузду съехал? Vai tu esi tur nedaudz sajūtas prātām? Ты по фазе поехал или как? Vai tu esi pa fāzi aizbrauc vai kā? Ну как, о чем вы говорите? Я говорю, единственная возможность быть в этой церкви, значит, Дух Святой в день твоего крещения Духом Святым тебя встроил в это тело. Es saku, vienīgais, kā tu vari būt šeit draudzē, tas ir tad dienās, kad tu piedzim no augšienes, Svētais Gars tevi ielika šajā miesā. Это твое место, Vai šī ir tava vieta? потому что Бог так хочет. Vai tā Dievs to grib? Или это твое место, Vai tā ir tava vieta? потому что в этом районе живешь. Jo tāpēc, ka tu dzīvo šajā rajonā. Пророк указывает нам волю Божию и конкретизует ее во времени и месте. Pravietis mums norāda Dieva gribu, un viņš konkretizē to noteiktā lietā un laikā. А евангелист? Evanģēlisms. А евангелист только об одном и думает, как покаять неверующего. Un evanģēlis domā tikai par to, kā lai nožēlot grēkus У neticīgais. него в голове ничего другого нет. Viņam galvā nekad cita nav. Вот ему хочется, чтобы люди обратились к Богу. Viņš grib, lai cilvēki Чтобы они vērstos pie Dieva, покаялись. lai viņi nožēlot grēkus. И евангелист будет выравнивать все наши дарования Un evanģēlijs izlīdzinās visas mūsu dāvanas на евангелизацию. priekš evanģelizācijas. Вот nаш Гельмут, Lūk, mūsu Gelmuts. он же только подметал, Viņš taču tur tikai slaucīja. убирал. Viņš kopa. И однажды приходит сосед, Un vienreiz atnāk kaimiņš, такой же страшно дотошный, kurš arī bija tik pat ļoti И говорит, uzmācīgs. у вас тут всегда так убрано. Viņš saka, jums te vienmēr ir tik ļoti sakots. Кто это делает? Kurš to dara? Гельмута. Es Vot, saku, Gelmut. Gelmutam, lūk viņš. Он спрашивает, а Гельмута, почему ты так хорошо убираешь? Viņš prasa Helmut, kāpēc tu ļoti tik labi А sako? Гельмут побывал на курсе у евангелиста Bet Helmuts bija pabijis evaņģēlistu kursos. и говорит ему, Un viņam saka, это я для тебя делаю. es to daru priekš tevīm. Да ну! Da nu, Ну да, nu jā. специально для таких, как ты. Speciāli priekš tādiem kā tu. Я шучу, что тебе понравилось у нас, Es gribu, lai tev pie mums iepatiktos. поэтому я это делаю. Tādēļ es to daru. А что, не для пастыря? Да, Vai tu to пастырь. nedari priekš mācītāji? Da, ko tur mācītāji? Пастырь. Наш пастырь, он даже не видит этого мусора. Mūsu mācītājs pat neredz, ka šeit ir Я это для izkasta. вас делаю. Es priekš jums to daru. Я евангелизацией занимаюсь. Es nodarbojos ar Ты evaņģelizāciju. понимаешь? А ведь только Saproti? подметальщик. Nevis tikai tur sakopējis.
Или тот парнишка, который деньги собирал. Vai arī tas puisis, kurš vāca naudu. Спросили: Вась, Viņam prasīja, Vasi, ты почему так долго стоишь у некоторых людей? kādēļ tu tik ilgi stāv pie dažiem cilvēkiem? Зачем ты это делаешь? Kādēļ tu to dari? Говорит, на евангелизацию деньги нужны. Viņš saka, man priekš evanģelizācijas nauda ir vajadzīga. На евангелизацию деньги нужны. Man evanģelizācija nauda vajadzīga. Он понял? Viņš И вот saprata. каждый из наших даров, Un lūk, katra no mūsu dāvanām, они все должны быть направлены на одно, на прокламацию, на евангелизацию, на проповедь Евангелия в этом мире. tām būtu virzītām, ir jābūt uz vienu, uz evanģelizāciju, uz sludināšanu šai pasaulē. А пастырь? Bet mācītājs. А пастырь, он заинтересован в одном, Un mācītājs ir ieinteresēts tikai vienā, чтобы наш дар lai mūsu dāvana и наш характер, un mūsu raksturs, чтобы они были одинаковыми. lai tie būtu vienādi. Есть люди с прекрасными дарами, Ir cilvēki ar brīnišķīgām dāvanām, а характер страшно скверный. bet raksturs ļoti И šausmīgs. толку от такого человека в евангелизации ноль. Un jēga no tādas cilvēka evanģelizācijā, viņš ir Он nulle. обратился к Богу, Viņš pievērsās pie Dieva, а живет по плоти. bet dzīvo pēc miesas. Ему надо раздеть ветхого человека, Un viņam ir jānovelk vecais cilvēks одеть нового. un jāuzvelk jaunais. Вот у нас в церкви был такой Виталий. Un mūsu draudzē bija tāds Vitālijs. Ну, псих и есть. Nu, viņš psihs. Знаете, как его развинтить было в 2 счета, и когда его развинтишь, потом уже не соберешь. Un, ziniet, viņu uzkurināt varēja uzreiz, un pēc tam vairs viņu nevarēja nekādu savākt. У него отец был тоже такой же псих. Viņam tēvs arī bija tāds pats И psihs. дед был такой же псих. Un vecāks bija tāds pats Он был psihs. со 7 психов. Viņš bija no psihu Но ģimenes. пришел к нам в церковь. Un viņš atnāca pie mums uz draudzes. Пришел в церковь и хочет служить Господу. Un viņš atnāk uz draudzi un grib kalpot Я kungam. говорю: Виталий, ну, слава Богу. Es saku, nu, Vitālij, slavu Dievam. Но психа пускать на поле боя несколько сложновато. Bet psihu izlaist cīņas laukā ir nedaudz sarežģīti. Так у нас все были психами. Tad mēs visi bijām Нет, psihi. говорю. Es saku, nē. Мы душепопечением займемся сейчас. Mēs tagad nodarbosimies. Мы выясним, почему ты псих, батя твой псих и дед твой псих. Mēs tad noskaidrosim, kāpēc tu esi psiks, tavs tēvs И ir мы psiks un отложим vectēvs ir ветхого psiks. человека. Un noņemsim veco cilvēku. И ты в характере своем изменишься. Un tu savā raksturā izmainīsies. А что нужно для этого сделать, он меня спрашивает. Un viņš man prasa, un kas priekš tā jādara? Я ему говорю: на колени надо встать. Es saku, jānostājas uz ceļiem. Апостол Павел так говорит: я встал на колени, чтобы в моем внутреннем человеке, в моем характере измениться Духом Святым. Un viņš saka, apostols Pāvils saka, es nostājos uz saviem ceļiem, lai savā raksturā izmainītos caur svēto garu. И исполниться всей любовью Христовой Un lai es piepildītos ar visu Kristus mīlestību и всей полнотой Бога. un ar visu Dievu pilnību. Я говорю: Виталий, хочешь? Es saku, Vitālij, gribi? Хочу, говорит. Viņš saka, es gribu. Я говорю: на колени. Es saku, nostājos uz ceļiem Вместе с пастырем в нашей церкви. kopā ar mūsu draugu mācītāju. На колени начнется процесс обновления. Un uz ceļiem iesāksies atjaunošanās учитель? process. Un skolotājs. А учитель нужен для того, чтобы дать нам корни. Un skolotājs mums ir vajadzīgs, lai iedod mums saknes. Иначе мы так или иначе начнем двигаться то в одну сторону, то в одни дебри, то в другие дебри. Un mums ir vajadzīgs mācītājs, savādāk mēs sāksim kustēties no viena grāvja uz otru grāvju. То мы путаем прославление с поклонением, то поклонение с прославлением, то мы путаем шаманизм с кто его знает чем. Мы постоянно что-то путаем. Jo tad mēs jaucam ar slavēšanu, ar pielūgšanu, ar šamanismu, un mēs visu laiku visu kaut ko jaucam. Почему? Kādēļ? Потому что корней нет. Jo tādēļ, ka nav sakņu. Они не уходят глубоко. Tas neiet dziļi. Вот мы сегодня пели песни Lūk, mēs šodien dziedājam dziesmas о Христе. par Kristu. Слова из песни песней. Tie ir vārdi no augstās dziesmas. Там из 1000 всяких женщин Соломон славит свою прекрасную Суламиту. Un tur no 1000 sieviešu Salamans slavēja savu sievu Salamītu. А кто дал тому автору право перенести всю эту Суламиту на Иисуса? Un kurš ir devis autoram tiesības pārnest šo Salamītu uz Jēzu? Вот чистая эротика. Tā ir tīra erotika. Такая эротика. Tāda erotika.
Я в августе этого года был в Тарту, в Эстонии, там мы говорили о песне песней. Es augustā biju Tartu, Igaunijā, tur mēs runājam par šo augsto И dziesmu. готовясь к этой конференции, Un gatavoties šai konferencei, я прочитал все наши журналы прошлых лет es izlasīju visus mūsu pagājušo gadu žurnālus, в поиске богословия и эротики. meklējot teoloģiju, erotiku И этика сексуальных отношений. un seksuālo attiecību ētiku. Думаете, я что-нибудь нашел? Un domājat, es kaut ko atradu? Нет. Nē. В Москве написал семинарию. Maskavā uzrakstīju semināriju. Они пишут мне запретная тема. Viņi man raksta aizliegtā tēma. Ну, нашел все-таки одну статью. Bet tomēr es atradu vienu rakstu. И знаете, в этой книге «Песни песней» там Соломон описывает груди своей подруги. Un ziniet, šajā Salamana augstajā dziesmā viņš apraksta savus mīļotās krūtis. Но там эротика, я тебе дам. Nu, tur ir erotika, nu tikai. А как они перевели, наши братья? Un kā mūsu brāļi to iztulkoja? Эти две груди, суламиты, это Ветхий и Новый Завет. Šīs divas krūtis Salamītē ir vecā un jaunā derība. И все изложение «Песни песней» в таком ракурсе. Un visa šī augstā dziesma ir izlikta tādā rakursā. Извините, пожалуйста, насколько надо быть тупым, чтобы вот так излагать? Atvainojiet, cik ir jābūt stulbam, lai to tā Единственная izskaidrotu. книга во всей Библии, которая описывает нам любовь мужчины к женщине в самых прекрасных тонах. Это «Песни песней». Un tā ir vienīgā grāmata Bībelē, kur tiek brīnišķīgos toņos aprakstīta vīriešu mīlestība pret sievieti. А мы делаем из этого совсем другую историю. Bet mēs no tā uztaisām pavisam citu stāstu. Корни глубоко не уходят, Saknes tālu neaiziet. а только на поверхности. Tās ir tādas virspusējas. И потом получается. Un pēc tam iznāk. Но самое главное, когда корней нет, Bet pats svarīgākais, kad nav sakņu, тогда и слова нет. tad arī nav vārda. И тогда нет силы слова. Un tad nav vārda spēka. И тогда вроде пели, 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 а результат нулевой. Un tad it kā dziedāja, dziedāja un nulles rezultāts. Я у нас в Германии провел во всех писяческих, харизматических кругах и так далее, провел опрос. Es novadīju Vācijā reliģiozajās aprindās tādu aptauju. У вас поклонение есть? Есть. Vai jums ir pielūgšana? Ir? Сколько длится? Cik ilgi notiek? 40 минут. 40 minūtes. Извини, Андрей, мы не спешим. Atvainoju, Andrej, mēs Мы nesteidzamies. прославляем Бога. Mēs slavējam Хорошо Dievu. говорю? Es saku labi. А помнишь, сегодня было хорошее прославление? Ой, такое прославление, ну чудо. Es saku, nu vai atceries, šodien bija laba slavēšana? O, jā, brīnišķīgi. Сколько песен пели? Cik dziesmas dziedājāt? Ну, все зависит от того, сколько раз повторяли одни и те же слова. Ну, скажем, 4, 5. Nu, viss atkarīgs no tā, cik bieži atkārtojam vārdus. Nu, apmēram 4-5 dziesmas. Какой у вас набор песен прославления? Un kādas jums ir slavēšanā dziesmas, Cerkviem. draudzē? Ну, 20, 30, 40. No 20, 30. И каждое воскресенье одно и то же? Un katrs svētdien viens un tas pats? Да. Jā. А вы помните, какие песни сегодня пели? Un jūs atcerieties, kādas dziesmas šodien dziedājāt? Это сразу после собрания. Tas ir uzreiz pēc sapulces. Знаете, какой процент тех, кто помнит? Ziniet, kāds ir procents tiem, kuri atcerās? Меньше 10. Mazāk par 10%. Меньше 10% людей помнят, что они там поклонялись. Mazāk par 10% cilvēku atcerās to, А когда ko ты их viņi спрашиваешь, pielūdza. они говорят, круто было. Un, kad tu viņiem Ну, такая крутизна. prasi, kā tur bija, nu, tur bija vareni. Чувства чуть ли не уплыли все. Es jūtu, visi gandrīz tur aizpeldēja, А глубины ноль. bet dziļuma nulles. Это было поклонение или это была дискотека? Tā bija pielūgšana vai tā bija diskoteka? Что это было? Kas tas bija? Когда наша студия, когда наше изучение, вот этот опрос вышел в свет, Kad mūsu šī aptauja iznāca gaismā, ieraudzīja pasaules gaismu, была буря возмущений. tur bija liela vētra sašutuma. Вы за святое. Jūs pieķērāties Zацепились. svētajam. Я говорю, как это за святое? Es saku, kā es pieķeros Если оно svētajam. святое, то нас зацепило или нет? Ja tas ir svēts, tad tas Если оно святое святых, оно меня цепляет. Ja tas ir viss svētākais, tas man И aizķer. тогда я не просто выхожу из этого состояния, кто его знает каким, а я знаю, как я прославлял моего Бога. Un tā nav tā, ka es nezinu, kāds tur izgāja no šīs stāvokļa, bet es zinu, kā es slavēju Dievu. А если 20 минут Un ja 20 minūtes не было достаточно, чтобы запомнить, man тогда nebija что? pietiekoši, lai atcerētos, kas bija.
Нам нужны корни, Mums ir vajadzīgas saknes, глубокие корни. dziļas saknes. Я всегда говорю, наши песни прославления надо все проверить в богословском отношении. Es saku, mūsu visas slavēšanas dziesmas ir jāpārdauda pēc teoloģijas Потому что principiem. очень многие из этих песен не соответствуют Священному Писанию. Jo ļoti daudz no šīm dziesmām neatbilst A мы svētiem делаем вид. rakstiem. Bet mēs izliekamies, Потому что не в словах дело, а просто в мелодии. jo nav lieta vārdos, bet Да, melodijā и в ритме. un ritmā. Я сегодня рассказывал на семинаре в Слове истине, Un es šodien stāstīju seminārā, как моя 3-летняя внучка, kā man 3-gadīgā mazmeitiņa. дети ходили в Дюссельдорф, есть такой большой город, ходили в харизматическую церковь. Bērni gāja Diseldorfā uz Harizmātisko draugu. 1500 там членов. Tur ir 1500 locekļu. И вдруг в одно прекрасное утро воскресное, Un pēkšņi vienā svētdienas rītā моя внучка говорит, я больше с вами в вашу чёрч не пойду. viņa saka, es kopā ar jums vairs uz jūsu draugu neiešu. 3 годика ей было. Viņai bija 3 gadiņi. Ага. Ну, в общем, не пойду и все. Viņa saka, es neiešu un viss. Они решили пойти в соседнюю церковь, Писяческая церковь, рядом, небольшая такая, 200 человек. Un viņi nolēma tad iet uz blakus draudzi, vasaras svētku draudzi, tur apmēram 200 cilvēki. Девочка пошла в детскую группу. Meitenīte aizgāja uz bērnu grupu. После собрания пошла искать пастыря. Pēc sapulces aizgāja meklēt mācītāju. Нашла пастыря. Atrada mācītāju. Спросила, как его зовут. Paprasīja, kā viņu Он sauc. сказал, Франк. Viņš pateica Franks. Она побежала к своей маме и говорит, мама, Viņa aizēja pie savas mammas un saka, mammu, это моя церковь. tā ir mana И draudze. моего пастыря зовут Франк. Un man mācītājs sauc Franks. И все. И на этом никуда. Моя дочь мне звонит. Un ar to arī visu, un ar to beidzās. Un mana meita man Папа, zvana. что мы делать будем? Teiti, ko mēs darīsim? Ларина, ну она не идет и все. Larina neiet un viss. Устроила театр дома, мы же не можем ее заставить. Viņa sarīko mums mājās. Что делать, teātri. папа? Mēs nevaram viņu piespiest, ko darīt, Я tēti. говорю, а ты что, не знаешь, почему она не ходит? Es saku, un tu nezini, kādēļ Не viņa neiet. знаю. Viņa saka, es nezinu. Я спрашиваю, доча, у вас как долго длится прославление? Es viņai saku, meita, cik ilgi Nu, jums čas. ir slavēšanas? Вы все стоите? Да. Jūs Она тоже, да. Stundu Рядом jūs с тобой? stāviet, viņi Да. visi stāv jums līdzās, jā? Поете такую живую музыку? Да. Jūs dziedat tādu dzīvu mūziku, jā? Ну, кайф чистый, папа. Nu, tur У нас kaivs, такое tieši kaivs, хорошее tēti. прославление. Mums tāda laba slavēšana. Я говорю, а дочь твоя стоит перед жопой стоящего перед ним человека. Es saku, bet tava meita stāv И тот кайфует. cilvēku dibenu priekšā, un tas Единственное, tur что эта kaifo. 3-летняя видит, жопу! Un vienīgais šis 3-gadīgais bērns redz, tas И ir ты dibens. ожидаешь, чтобы от твоей дочери понравилось такое прославление? Дура ты! Un tu gribi, lai tavai meitai patīk tāda Да slavēšana? как, папа? Я говорю, детских групп нет, есть прославление. И пастырь порешил, всем детям надо быть во время прославления. Es saku, tur jums bērnu grupas nav, jo mācītājs ir izlēmis, ka visiem ir jābūt slavēšanā. И смотреть на жопу впереди стоящего человека Un jāstāv uz priekšā stāvošā cilvēka dibena. под сильные удары баса. Zem spēcīga basa Ударник sitieniem. по голове бьет, бьет, бьет. Tur И sit un 3-летняя sit pa galvu. скоро вообще перестанет слышать нормально. Un bērni drīz pārstās par normālu dzirdēt. Это что такое? Kas tāds ir? Папа, ну ты пойми, мы же прославляем Бога. Я говорю, вы можете прославлять Бога. Viņi Правильно. saka, nu, tēt, saprot, mēs slavējam Dievu. Es saku, nu, jūs varat slavēt Но Dievu. твой ребенок тоже хочет прославлять Бога. Bet tavs bērns arī grib slavēt В 3 Dievu года. 3 gados. А это и его прославление? Vai tā ir viņas slavēšana? Нет? Nē. Как прославляет Бога 3-летний ребенок? Kā slavēt Dievu 3-gadīgs bērns? А 10-летний? Un 10-gadīgs? А 15-летний? Un 15-gadīgs? А твой 70-летний батя? Un to 70-gadīgais tēvs? Что, все под эти удары, что ли? Vai visi zem šiem sitieniem? Да у меня спина сломается. Man tur mugura salūzīs. Ну, папа, ну как так? Я говорю, вот я в вашей церкви пастырю сказал, давно сказал, то, чем вы занимаетесь, оно развалит эту церковь. Es jau sen teicu jūsu draudzes mācītājiem, ka tas, ar ko jūs nodarbojaties, tas jūsu draudzes izjūgs drīz. Это все перебежчики наподобие вас, тебя, моей дочери, ее мужа, которые ищут кайф. Tas ir tā, visi pārbeidzēji, kā tu un tavs vīrs un vīram Nu, līdzīgi, pap, nu- kuri meklē kaifu. Чего ты говоришь? Nu, tēti, nu, ko tu Мы же saki? прославляем Бога. Mēs taču slavējam Мы же Dievu. поем Ему во славу. Mēs taču dziedam viņam par slavu. Я говорю, родная дочь и та убегает от твоей славы. Es saku, tava meita pat tā bēg no tavas slavas. Ну ты как?
Nu kā? Ну, остались они в Писяческой церкви, там, которую объявила моя трехлетняя своей церковью. Nu, viņi palika tādā vasaras svētku draudzē, kur man Стали trīsgadīgā участвовать в pateica. прославлении, все было хорошо. Viņi sāk piedalīties slavēšanā, viss bija И labi. эта девочка, она сегодня, ну, такой евангелист. Un šī meitenīte šodien ir tāds evaņģēlists. Как? Просто. Cik vienkārši. И как сложно для некоторых верующих. Un cik sarežģīti priekš dažiem ticīgiem. Так сильная церковь, это та в Дюссельдорфе, Un spēcīga draudzība ir tā, kur ir Diseldorfā, которая благословенный шум поднимает на весь город. kur paceļ svētītu troksni pa visu pilsētu. Или та церковь Франка, Vai arī tā Franka draudzē, в которой даже трехлетняя чувствует себя у Господа. kur pat trīsgadīgais bērns jūtas kā pie kunga. Церковь последних времен Pēdējo laiku draudze, – это тело Христово. tā ir Kristus miesa, И каждый знает свое место. un katrs zina savu И даже vietu, трехлетняя. un pat trīsgadīgs. И все они ведомы апостолами, которые показывают миссионерская направленность. Un visus viņus vada apustulis, kuriem ir misionāra virziens. Пророками, которые указывают, как конкретно в этом районе с этими людьми работать. Un ar praviešiem, kuri parāda, kā konkrēti šajā rajonā ar šiem cilvēkiem strādāt. Евангелистами, которые учат нас передавать Евангелие так, чтобы люди поняли. Un evaņģēlisti, kuri mūs māca evaņģēlizēt tā, lai cilvēki saprastu, Даже без слов, pat bez vārdiem, убирая лестницу. novācot repes. Или пастыря, которые помогают нам трансформироваться, наш характер скверно изменить, чтобы мы не себя удовлетворяли, а Бога прославляли. Un mācītāji, kur palīdz mums transformēt mūsu raksturu, lai mēs nevis sevi, bet lai Dievu slavētu. И учителя, которые формулируют наши корни. Un skolotāji, kuri formulē mūsu saknes. Я знаю, что я сегодня проповедовал серьезную проповедь. Es zinu, ka es šodien sludināju nopietnu sprediķi. Это не так просто проживать. To nav tik viegli izkošļāt, saprast. Но если мы хотим быть сильной церковью последних времен, Bet, ja mēs gribam būt spēcīgi draudz pēdējos laikos, а не крысами на корабле, un nevis žurkas uz kuģa, нам с вами mums ar jums надо выйти на его стандарты. ir jāiziet uz viņu standartiem. А это серьезно. Un tas ir nopietni. Это серьезно. Tas ir nopietni. Пусть Господь вас благословит. Lai kungs jūs svētī. Я хотел бы сегодня в заключение помолиться за вас. Un es gribētu šodien noslēgumā par jums aizlūgt. Без всякой психоделики. Bez jebkādas psihodēlijas. Если кто из вас скажет, я хочу. Ja kāds no jums pateiks, ka es gribu, Я хочу найти свое место в теле Христовом. Я хочу взять на себя ответственность за это место. es gribu atrast savu vietu šajā Kristus miesā un paņemt atbildību uz sevīm. Я хочу знать, где мне служить. Es gribu zināt, kur man kalpot. Я хочу быть членом серьезной, сильной церкви. Es gribu būt par locekli spēcīgai, stiprai draudzē. Мне Господь открыл эту церковь. Она может стать такой. Un man kungs atklāja, ka šī draudze var kļūt par tādu. Поэтому я приехал. Tādēļ es arī atbraucu. Поэтому я и проповедую открытым текстом. Tādēļ es sludinu atklātā tekstā. Я бы очень хотел за вас помолиться. Es gribētu par jums aizlūgt. Есть тут люди? Если Vai есть, šeit ir пожалуйста, cilvēki, tad lūdzu. встаньте, я за вас помолюсь. Piecelieties, par jums lūgšu. Давайте. Не надо вставать только потому, что сосед встал. Nevajag celties tādēļ, ka ir kaimiņš piecēlies. Встаньте, если вы хотите. Piecelieties, ja jūs gribat. Вау, Андрюш, смотри, сколько встало. Я уже радуюсь этому. Es jau priecājos. Давайте помолимся. Un tad lūgsim. Протяни свою руку Господу. Paceliet savus rokas uz kungu. Господь наш и Бог наш, Mūsu kungs un mūsu Dievs. Ты Творец. Tu esi radītājs. Мы Твое творение. Mēs esam tavs radījums. Ты создал нас на дела добрые. Tu esi mūs radījis priekš labiem darbiem. Ты ошибок не делаешь. Un tu nedari kļūdas. Мы призваны быть на том месте, на которое Ты нас поставил. Un tu esi mūs aicinājis būt tādā vietā, kurā tu mūs esi И nolicis. Дух Святой, я прошу Тебя, Un svētais gars, es tev lūdzu. пройдись по нашим рядам Ej pa mūsu rindām и остановись у каждого из нас. un apstājies pie katra no mums. Господь, открой нам глаза Kungs atver mums acis
И, пожалуйста, встрой нас в свое тело. Un lūdzu, iekārto mūs savā miesā. Мы хотим Тебе служить. Mēs zinām Tev kalpot. Слава Тебе за это. Slāva Tev par to. Слава Тебе за это. Slāva Tev par to. Слава Тебе, Господь Slāva Иисус. Tev, Kungs, Jēzu. Слава Тебе. Slāva Tev. Ты Господь. Tu esi Kungs. И мы Тебе служим. Un mēs Tev kalpojam. Во имя Отца и Сына и Духа Tēva, Святого. Dēla un Svētā gara vārdā. Аминь. Āmen. Садитесь, пожалуйста. Sēdieties, lūdzu.